Масштабные учения проходят в два этапа. Они включают в себя проверку систем оповещения и практическую отработку действий при возникновении условных чрезвычайных ситуаций. Задействуется территориальная подсистема единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Перед непосредственным проведением состоялся смотр сил и средств Якутского пожарно-спасательного гарнизона. У нас будет задействована техника пожарно-спасательных подразделений Якутского пожарно-спасательного гарнизона, в том числе силы специализированной пожарной спасательной части. На учения привлекаются как и дежурные караулы пожарно-спасательных частей, так и отделение РХВЗ, которое входит в состав специализированной пожарно-спасательной части. Пожарно-спасательные формирования выехали сразу после получения сигнала тревоги. Согласно легенде, на якутской ГРЭС-2 диверсионная группа совершила подрыв трансформаторной станции. В результате были погибшие и пострадавшие. Первоначальные действия провело внештатное аварийно-спасательное формирование ЕГРЭС. Именно они эвакуировали часть пострадавших людей. У нас на станции сформировано нештатное аварийно-спасательное формирование. Они постоянно проходят подготовку в специализированных центрах подготовки персонала. Кроме этого, ежемесячно проходит обучение под руководством специалиста по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Ежеквартально проводятся тренировки с отработкой реальных действий персонала при возникновении чрезвычайных ситуаций. По прибытии экстренные службы также эвакуировали людей из горящего помещения и тушили возникшее возгорание. Также на месте пострадавшим была оказана первая медицинская помощь. Поступил вызов, о возгорании на ГРЭС-2. Прибыли силы и средства по вызову номер 3. Возгорание было это у нас трансформатора на общей площади 20 квадратных метров. Произвели ликвидацию, а также эвакуировали 6 человек пострадавших. Всего в учениях были задействованы 70 человек личного состава и 14 единиц техники территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Одна из целей учений – взаимодействие и слаженная работа различных ведомств. Все действия тоже, считаю, со своей стороны проведены на оценку положительную. Вместе с тем, моменты, которые можно было бы учесть на будущее, нами будут доработаны и, конечно, в последующем учтены. Хотел бы отметить положительные, тоже правильные действия привлеченных служб от МВД, от Росгвардии Республики, которые обеспечивали оцепление, недопуск посторонних лиц к месту тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ. Отмечается, что при проведении учений рассматривался худший вариант развития событий. Так, пожарный гарнизон действовал по третьему номеру вызова, то есть по самому высокому. Потому в учениях приняли участие максимальное количество людей и техники. Юрий Осипов, Семен Семенов, Якутск.